Количество обращений в травмпункт Республиканской детской больницы по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Сегодня в сутки в отделении поступают в среднем 80 ребят. Всему причина отсутствия должного надзора со стороны взрослых. Среди опасных детских травм – падение малышей из окон, ДТП, химические и электрические ожоги. Как обезопасить детей, расскажет Наталья Юрина. Республиканская детская больница. Ежедневно сюда в травмпункт попадает 85 детей. Годом ранее их было всего 25. Связано это с самоизоляцией. Тогда дети были на виду у взрослых. Сейчас зачастую малыши предоставлены себе. Самая главная причина получения детьми травм хирургического профиля, я опять же за себя буду говорить, это отсутствие должного надзора со стороны взрослых. Ребенок, к сожалению, полностью себя контролировать не может. Он осознает себя даже в том возрасте, когда получает паспорт, как говорили мои коллеги-психиатры, а я им склонен верить, только на 75%. Статистика общая по травмам, с которыми обращаются в детский травмпункт, с годами не меняется. Самые опасные – химические и электрические ожоги пищеводов, попадание инородных тел в организм, ДТП, падение малышей из окон. Количество последних инцидентов в коме увеличилось. Из 5 случаев – 2 с летальным исходом. В этом году значимо больше кататравм по сравнению с предыдущим годом. Есть летальные случаи. Но статистически за годы все равно все выровняется. То есть в прошлом году их почти не было, с учетом опять же того, что все сидели по домам. Роль родителей в данной ситуации велика. По статистике чаще травмируются мальчишки, повреждают в основном верхние конечности. Летние каникулы в отделении травматологии прошли относительно спокойно. Среди распространенных обращений – травмы, полученные на батутах, самокатах и велосипедах. Врачи 1 сентября ждут с волнением. На практике начало учебного года связано с происшествиями на дороге. Прошлый год не было, а вот позапрошлый и раньше 1 сентября всегда привозили какую-нибудь одну автотравму. То есть ребенок, сорвавшись на эмоциях, где-то там переходит дорогу, перебегает рядом с пешеходным переходом, не на нем, получается автомобильная травма, тоже с увеличением, конечно. Количество автомобилей связано, все, в последние годы у нас сотрудники ДПС там дежурят, да, так вот как-то вот все это, но все равно нет, да есть. Для того, чтобы избежать трагических ситуаций, врачи советуют родителям напомнить детям о правилах безопасности на дороге. Вместе пройти маршрут от дома до школы. Обозначить места, где нужно быть особенно внимательным. По мнению медиков, любую детскую травму можно предотвратить. Главное – следить за ребенком и быть на страже его безопасности. Наталья Юрина, Олег Юшков, телеканал Юрган.